В улице вот такая вот погода. Пока вроде сухая, но непонятно. Вот. Даже льдинки сегодня вон замерзли. Сейчас я выйду в амбар за хлебом. Там последняя буханка осталась. Хлеб заканчивается. Ну, 5 буханок брал. Все замерзло. Не пробывает палец даже. Нормальный ход. Замерзло. О, птицы проснулись уже. Вот так выглядит. Все красиво. Чуть-чуть успокоился ветер. Уф, я думал, там деревья будет валить там. Ночью сумасшедший ветер какой-то был. Вообще жесть. Так, сегодня уже получается у нас 11-й день. Я 5 буханок брал. Ну, это последняя буханка. Вот так. Нормально. Хватило все. Тулан. Пошли? Плакуна. Плакуна. Лак. Лак. Помните, ребят, на первой избе он как лаял, когда я иду на уток. Потому что он свежий, силы много, азарта много. А сейчас он за эти дни он так сильно устал. Видно, как он ходит. Ну ничего, сейчас разминка будет. Погуляем. Сегодня взял вот такие перчатки. Потому что, кто знает, может снова будет все это таять. Погода непонятная. Вот такого. Вчера у меня руки очень пальцы замерзли. В этих перчатках пойду. Ребят, непонятно, что происходит. Глухарь. Я слышал, как он куда-то он сел. Где собака-то? Пипец. Возле реки глухарь. Не вижу, ребят. Очень густая тайга. Блин. Далеко идти. Ладно, пока не буду снимать. Оптический прицел посмотреть. Вот так, ребят. Пока возился с камерой, камера зависла. Перезагрузку сделал. Думал, успею еще для вас заснять. Хорошо было видно. И он начал шевелиться. Я, выключил все это дело. Выстрелил. Не попал. С мелкашкой выстрелил. Вот тут возле меня и пролетел он туда. На березе он сидел. Редкие кадры, конечно, что возле реки его увидеть. Куда я стрелял? Вроде и недалеко был. Вроде еще все нормально там. Не спеша прицелился. Короче, промазал. Капец. Он только возвращается. Обидно. Конечно, недалеко от избы даже. Пипец. Не наша птица, что еще скажешь? Тулан отработал хорошо. Прям идеально отработал. Облаял. В тушу прицеливался метров. Может, я не знаю, вроде куда надо было, туда и прицелился. Перчатки мои. Вон там и сидел он. За этой березой там следующее дерево. Блин, ну должен был попасть в принципе. Звук такой был какой-то, но не могу с точностью сказать, потому что может быть даже в какой-то через сучок прошла пуля.
Но он даже пролетел, как сказать, как будто я не попал. Ну, только думать, что было, было. Ничего уже не исправить. Птица улетела. Вот это да. Такое начало утра. Да. Нехорошее начало. Смотрите, ребят, как остывает все. Идет постепенно, морозы идут. Тут уже такой тоненький лед. Совсем тоненький, но он за этим озером, вон там 2 рябчика. Я начал свистеть. Но они не подойдут, потому что от меня уже улетели. От моего хруста. Из-под ног такой шум идет. Тулан заработал. В принципе, хорошо лает. Значит, видит птицу или зверька. Сова, смотри, какая большая пролетела. Что-то в ельни какого-то он лает. Очень шумно подходить, вообще жесть. Блин, там бухарь, оказывается, был. Вон тулан идет. Вот тут пролетел, блядь. Хотел уже в лед стрелять, и ничего не получилось. Чуть-чуть не подпустил, а? Как он меня заметил? Там был глухарь, ребят. Такие дела. Нет, вроде не сел. Я даже оптический прицел не успел открыть. Ничего не успел. Неожиданно так все. Да, улетел. Ну вот, ребят, я уже нахожусь возле фотоловушки. Вот она, весь снегу. Не знаю, кто-то в кадр попал или нет. Если что, конечно же, сразу выложу. Не буду тянуть после этого файла. Мы обошли эту вырубку. И знаете, там очень холодно. Прям вот с западной стороны ветер дует. И такой холодный ветер сегодня. И снег, смотрите, до сих пор еще не начинает таять. Сейчас время где-то 11 часов. 11 часов. И ну, прохладненько. Вот. Ладно. Сейчас, короче, я сразу, моментально, если что там какие-то кадры будут, я из фотоловушки сразу же поставлю вам. Посмотрите.
Очень похоже на боровую птицу. Белка, может. Глухарь, ребят, не заметил. Пипец. Как я это не заметил. Я на вершинке смотрю, а он на середине дерева, ребят, глухарь взлетел. Капец, вот это да. Не мой день сегодня, явно не мой. Ушла птица. Ну, Туан молодец, отработал хорошо. Так лаял, что вот я думал, там белка из дерева в дерево переходит. 20 метров подошел к глухарю. Нормальный ход. Пью чай, ребят, с термоса. С хлебом. Больше ничего нету, но конфеты еще есть. Сыр закончился. Вот. Ну что сказать, ребят. Такие запоминающие моменты. Сами видели, что произошло. Такой момент был. Вообще, я не видел его, этого глухаря. Взлетел и улетел. Я вообще расслабился, знаете. Я просто не ожидал, что там может быть какая-то даже крупная птица. В таком густом сосновом месте, сосновом лесу. Такой подсад густой. И я думал, там просто белка или куница. Но и лай не отличается от у тулана, лай одинаковый. Что по птицам, что по вот этим куницам, что, как и говорил, уже по крупным животным. Все одинаково лает. И вот я тоже верхушкой смотрю, а в середине ствола там оказался целый глухарь, туша такая сидит. И я, конечно же, сейчас поеду домой, и когда буду монтировать этот фильм, я буду пересматривать этот момент, когда он взлетел. И в кадр попал или нет там, в кадре этот глухарь присутствует или нет там. Ну, невозможно было заметить, но просто я не заметил. Или же надо было просто, да какой там просто, я имею в виду, там сесть в оптический прицел посмотреть. Я просто не ожидал, там сучья на сучье, там живого щели нету, все в сучьях. На кормежку туда сел. Ветер холодный теперь. Ну, одним словом, пустые, нам не привыкать. Этот сезон да такой неудачный у меня, вообще неудачный. Жесть. Сегодня кого не увижу, все улетают. Кроме этих глухарей, еще кополух видел. Но это от реки, когда я шел. Тоже в густом месте. Да, какой там их заметить? Нет. Даже пытаться бесполезно, чтобы, вот, скажем, заснять или добыть эту кополуху, бесполезно. И по закону, в принципе, разрешено добывать кополуху осенью. Но
я их тоже особо не стараюсь. Как бы, чтобы выводков давала эта кополуха и больше птиц в будущем году, чтобы было. Вот. Одним словом, еще добываю эту кружку. И дальше идем. Я Тулану отдал уже кусок свой. Молодец, Тулан работает, но отлично. Сами видели, как он лаял азартно. Но моя ошибка, моя вина. Во всем виноват я. Ни собака, ни кто другой. Это я либо не замечаю, либо бывает промахиваюсь, либо еще что-то там. Либо. И это все зависит от меня. Похудел собака очень сильно. Но это каждый сезон так. Это осенью, когда охотишься, когда вот целыми днями он бегает, конечно же он похудеет. Вот. Вот такие дела, ребят. Отдыхаем и идем дальше. Может еще повезет, а может и нет. Я уже ни на что уже не надеюсь. Я уже настоился домой поехать. Все. Что получилось, получилось. Что наши добыли, а что нет, так вот. Бесполезно. Ты не увидишь, не попадешь, или еще, или оптика виновата, или ружье виновата. Что только не думаешь. Просто невезение и все. Просто надо смириться с этим. И дальше охотиться, искать. Когда-то все равно повезет. Очередная вырубка. Но отсюда еще где-то примерно 5-6 километров до избы. Еще этот кружок сегодня пройду. И еще шабаш. Где-то вдали. Сейчас Тулан где-то рядом, а до этого где-то очень-очень далеко лаял. Но минут 2-3, наверное. И все. Блин, деревья так скрипят. Бывает, что вот слышно. Бывает там очень похоже на треск глухарей. Один раз даже без собаки я начал подходить. И буквально, блядь, ну не буквально, а 100 метров, наверное, тихоря так подошел. На этот скрип. Так что, а вон Тулан появился, он там куда-то, он туда ушел. Вот такие дела. Ладно, пока ничего такого нового нету. Еще в 2 местах рябчиков видел. Ну, не получается даже патроны выстрелить по рябчикам сегодня. Улетают. Обошли очередную вырубку. Где-то час, наверное, прошли мы, может даже больше. Тишина, короче, никто не взлетел. Никого тут, оказывается, нету. Тулан тоже уже все возле меня. Интерес потерял собака. Потому что в холостую идем. Тут только вот, видите, какие высокие пни. Ну все, ребят, мы на избе. О, хорошо. Погода вообще холодно до сих пор. Даже вот тут лед так и не растаял. Вот. Льдинки. Как с утра были, такие и есть. Тулан сегодня отработал на отлично. Мне большой-большой минус. 2 даже. 2 с минусом. Вот. Ну а Тулан молодец. Свою работу он выполнил. Искал, лаял. А я не находил. Не находил, не видел, я не знаю. Такая охота. И это последний дальний поход был в этом сезоне. Завтра еще, может, с утра я выйду без собаки, там рябчиков посвящу. И так не получилось целый день на рябчиках ходить. Да и толку нету, потому что вот мы сегодня сколько шли вдоль реки, видел только за озером
2 рябчика. Не видел, а слышал, как они перелетели, наверное, где-то возле самого озера были, потом перелетели. Звук крыльев слышал и все. Ну и когда возвращался, еще вот видел. Ну, от силы за целый день, наверное, 5 штук получилось. Вот. А бывает, когда вот в прошлом году очень много, вот ты идешь, там свистишь, там стреляешь, идешь, 5 рябчик за рябчиком. А в этом году рябины не было, может из-за этого не урожай рябчиков. Да я не знаю, что и думать. Вроде ягод очень много было, а вот рябчиков нету. Ну, что получилось, все, уже ничего не исправить. Что наши добыли, что нет, так улетели. Вот. Сейчас я затоплю печку, ну и своими бытовыми делами. Завтра уборка, сборка, и будем потихоньку возвращаться домой. Ну что, ребят, это получается последний ужин. Завтра уже я поеду домой. Сейчас доем вчерашний рис. Варить уже сегодня ничего не стану. Тулан накормлен. Больше половины большого котелка. Ну, вы видели уже в моих фильмах. Я не знаю, сколько литров там. Литра 4, наверное, этот котелок. Может, чуть меньше. Может, 3,5. И там больше половины, наверное, был макарон сваренный, вчера сварил. Все слопал, все. И завалился спать. Ну вот, и эти макароны он съел. Думаю, ему очень понравилось. Ну а я доем этот рис. Подогрел, очень вкусно. Да и сегодняшний день, наверное, пора уже заканчивать видео. Наболтал уже сегодня. Что еще только, ребят, остается болтать. Показывать не смог ничего толкового. Поздней осенью тоже вот так птица капризная. Особо не сидит. Вчера вообще птица не сидела. Сегодня нормально так. Тулан даже хорошо работал, лаял. И они не взлетали. 2 случая я вам показал. Вот. Вот. Ну, настроение у птицы, наверное, разное тоже. Когда как. Может, погода влияет, может, еще что. Не знаю. Но у меня осенняя охота заканчивается. Поход, охота, все в кучу. Ладно. Одним словом, ребят, встретимся завтра. На сегодня хватит. Посмотрим, что будет завтра. Сейчас я ужинаю. Ну и отдыхаю. Что-то я не мог дозвониться. Как бы маячок скинул Викторовне. Не позвонила. Даже здесь в избушке связь есть. 1-2 шкалы появляется. В принципе, если перезвонит, то я услышу. Вот. Завтра весь этот бардак убрать. Один в избе, и столько вещей. И не... Очень много. Надо куниц вынести. Пусть отсыреет сегодня. Завтра снять с этой сбалы. Или как называется, с этой доски. Дома уже переверну шкурку. Шкурку переверну, и если удастся продать, то уже надо продать.
Я, между прочим, сегодня по следам. Я ничего не стал уже снимать. Следы только видел у белки в одном месте. Там бревно лежало, вот на этом бревне туда-сюда ходила. Следы рябчиков и все. Ни одной куницы, ничего. Как ни странно, сегодня целый день мы шли. Нормально так. Наверное, 20 километров, скажу вам, не прошел, но километров 15 точно есть. Вчера больше прошли мы. Но усталость тоже, как бы, сегодня тоже еле-еле уже дополз. Так тяжелый путь был. Потому что по сырым местам, когда идешь, устаешь сильно. Вот. Ладно, давайте до завтра. Завтра уже последний день, последняя серия будет. А сейчас я ужинаю. И буду тупо смотреть на огонь. Он успокаивает.